Всем привет, меня зовут Тимур, и я являюсь тренером по математике Республиканского образовательного центра «А+». Разберем некоторые задания предыдущего среза. Итак, третье задание, да в принципе, как и во всех заданиях, необходимо найти сумму. Итак, третье. Общий знаменатель будет равен 54. Вторую дробь домножаем на 6. Получаем 5/54. Сразу напишем с общим знаменателем. Плюс 7 на 6 это 42. Получаем 47/54. 47 является простым числом, поэтому данная дробь не сокращается никаким образом. Далее шестое задание. У нас уже три дроби. Общий знаменатель будет являться 48, так как делится 48 на 16, 12 и 8. Первую дробь домножаем на 4. 4 на 7 это 28. Вторую на 3. 13 на 3 это 39. И, наконец, третью дробь домножаем на 6. 6 умножить на 5 это будет 30. 28 плюс 39 это будет 67. И плюс 30 будет 97. Далее выделим целую часть. В 97 48 помещается ровно 2 раза. 2 на 48 это будет 96. Тогда получается у нас 1 в остатке, ну и в знаменателе 48. То есть 2,148. Далее восьмое задание. Необходимо сложить данные три дроби. В качестве общего знаменателя возьмем 42. Так как 42 будет делиться на каждый из знаменателей. Первую дробь домножаем на 21. 21 умножить на 1 это 21. Далее плюс вторую дробь домножаем на 14. 14 на 2 это будет 28. Далее третью дробь домножаем на 3. 3 на 3 это 9. И наконец последнюю дробь домножаем на 2. Получается 2. Далее посчитаем сумму в числителе. 2 плюс 28 это будет 30. 9 плюс 21 тоже будет 30. 30 плюс 30 60. Сократим числитель и знаменатель по 6. Сверху будет 10, снизу будет 7. А теперь запишем в виде смешанного числа. Это получается 1,3. Далее 10 задание. За первый день экскаватор выкопал 4/15 котлована. За второй день 7/12 котлована. Необходимо найти, сколько выкопал экскаватор за 2 дня. То есть, по сути, находим сумму. Общий знаменатель будет являться 60. Тогда первую дробь домножаем на 4, вторую дробь домножаем на 5. 4 на 4 это 16. Плюс 7 на 5 это 35. И в знаменателе у нас будет 60. 16 плюс 35 это будет 51. В знаменателе 60. Далее числитель и знаменатель можно сократить по 3. Сверху будет 17, а снизу 20. То есть за 2 дня экскаватор выкопал 17/20 котлована. А теперь разберем некоторые задания с предыдущей домашней работы. Итак, третье задание, необходимо посчитать суммы. 9/28 плюс 3/7. Общий знаменатель будет являться 28. Вторую дробь домножаем на 4. Получается в знаменателе 28, а в числителе будет 9 плюс 4 на 3 умножить будет 12. Получается у нас 21/28. Далее числитель и знаменатель мы можем сократить по 7. Получится 3/4. Далее 1/40 плюс 3/5. Общий знаменатель будет являться 40. Второе число домножаем на 8. Получаем 1 плюс 24, или же 25/40. Далее числитель и знаменатель сократим по 5. Получим 5/8. Теперь 4/9 плюс 5/36. Общий знаменатель будет 36. Первую дробь, получается, домножаем на 4. У нас получается 4 на 4 это 16, плюс 5 21. Теперь числитель и знаменатель сократим по 3. Сверху будет 7, снизу будет 12. То есть ответ 7/12. И, наконец, 5/17 плюс 2/51. Общий знаменатель будет являться 51. Для этого первую дробь домножаем на 3. 3 умножить на 5 это будет 15, плюс 2 будет 17. Далее числитель и знаменатель можно сократить по 17. Сверху будет 1, снизу 3. То есть ответ 1/3. Теперь шестое задание. Необходимо найти сумму уже для 3 дробей. В качестве общего знаменателя возьмем число 105, так как 105 будет наименьшим таким числом, которое делится на 35, 21 и 7. Первую дробь домножаем на 3, вторую дробь домножаем на 5 и третью дробь домножаем на 15. 24 умножить на 3 это будет 72. 5 умножить на 5 это будет 25. И плюс 15 умножить на 4 это 60. Равно 25 плюс 60 это будет 85. И плюс 72 это будет 157. Далее сократить нельзя, поэтому запишем в виде смешанного числа. Это будет 1,52. Далее выполним сложение здесь. Итак, сначала сократим 70 и 210 по 70. Это будет 1/3 дробь.
Далее плюс 2 четырнадцатых можно сократить по 2, это будет 1 седьмая. И плюс 2 35. Далее в качестве общего знаменателя можно взять 105. Тогда первую дробь домножаем на 35, вторую дробь домножаем на 15 и третью домножаем на 3. Получаем в числителе 35 плюс 15 плюс 6 в знаменателе 105. 35 плюс 15 это будет 50. Плюс 6 56. Давайте теперь числитель и знаменатель сократим по 7. Сверху будет 8, снизу 15. Итоговый ответ 8 пятнадцатых. В девятом задании необходимо решить уравнение. Итак, если мы от x отнимаем 7 восьмых, получаем 5 двенадцатых, то значит x равно 5 двенадцатых плюс 7 восьмых. Общим знаменателем возьмем 24. Первую дробь домножим на 2, вторую домножим на 3. В числителе получается 10 плюс 21. Складываем числа в числителе, получаем 31. И в знаменателе 24. То есть x равен 31 24. Если записать в виде смешанного числа, то получается 1,7 24. 12 задание. От задуманного числа отняли 2 пятнадцатых и получили 9 десятых. Необходимо найти задуманное число. Итак, действие будем делать наоборот. То есть, если мы получили 9 десятых путем вычитания 2 пятнадцатых, то чтобы получить задуманное число, мы должны прибавить 2 пятнадцатых. В качестве общего знаменателя возьмем число 30. Первую дробь домножаем на 3, вторую дробь домножаем на 2. Получаем 27 плюс 4. Или же 31 тридцатая. Или же, если записывать в виде смешанного числа, 1,1 тридцатая. В прошлом видео мы научились с вами складывать дроби. В этом видео мы научимся вычитать дроби. Правила вычитания дробей все те же самые, так же как и для сложения, только со знаком минус. То есть, если мы от 5 девятых будем отнимать 2 девятых, то нужно убедиться в том, что знаменатели одинаковы. У нас знаменатели одинаковы. Значит, пишем все под общим знаменателем. Ну а в числителе уже будет не 5 плюс 2, как раньше, а 5 минус 2. В итоге получим сверху 3, снизу 9 будет. Далее данную дробь можно сократить по 3. То есть получаем 1 третья. Далее второй наш пример. Мы от целого числа отнимаем 2 тринадцатых. Любое целое число можно записать как это число делить на 1 в виде дроби. То есть 2 это 2 первых. Как видите, знаменатели разные. Нужно сделать одинаковый знаменатель. Делается все точно так же, как и при сложении. Первую дробь домножим на 13. 13 умножить на 2 это будет 26. Минус двойка. И в знаменателе 13. 26 минус 2 это будет 24. То есть 24 тринадцатых. Дробь неправильно, поэтому запишем в виде смешанного числа. Это будет 1,11 тринадцатых. Далее второе задание. Итак, у нас есть дробь 5 восьмых и 1 шестнадцатая. 16 делится прекрасно на 8 целочисленно. Значит, общим знаменателем пусть будет 16. Первую дробь домножаем на 2. Получаем 2 умножить на 5 это 10 и минус 1. Или же 9 шестнадцатых. И теперь 31 48 минус 7 двенадцатых. 48 целочисленно делится на 12, поэтому можно в качестве общего знаменателя взять 48. Вторую дробь домножаем на 4. Получаем в числителе 31 минус 7 умножить на 4 это 28. 31 минус 28 будет 3. В числитель 48 в знаменателе. Далее данную дробь можно сократить по 3. Это будет 1 шестнадцатая. Далее третье задание. Давайте запишем все три дроби под общий знаменатель. Общим знаменателем будет являться 30. Первую дробь домножаем на 6, вторую на 2 и третью на 3. 6 умножить на 4 это 24. Далее минус идет. 2 умножить на 4 это 8. И минус 3 умножить на 3 это 9. Далее мы вычитаем от 24 8 и 9. То есть 24 минус 8 это будет 16. И минус 9 будет 7. То есть получаем 7 тридцатых. В следующем примере у нас встречается плюс. Мы знаем, что плюс и минус делаются с одинаковым приоритетом. Поэтому давайте просто для начала запишем общий знаменатель. Он будет равен 12. Первую дробь тогда домножаем на 6. 6 умножить на 1 это 6. Вторую дробь мы домножаем на 4. 4 на 1 это 4. Третью дробь домножаем на 3. 3 на 1 это 3. Но перед этой дробью стоит минус, поэтому и здесь пишем минус. И, наконец, последнюю дробь мы домножаем на 2. Будет минус 2. Итак, 6 плюс 4 это 10. Минус 3 это 7. И минус 2 это будет 5. Итоговый ответ 5 двенадцатых. В
четвертом задании говорится, какую дробь нужно прибавить к дроби 5 седьмых или же к 13 восемнадцатых, чтобы в итоге получилась единица. В качестве неизвестной дроби мы обозначили x, то есть сумма равна единице. Чтобы найти x, нам необходимо от единицы отнять 5 седьмых. Давайте 1 сразу запишем как 7 седьмых, так как 7 делить на 7 это 1. И отнимаем 5 седьмых. В итоге x равен будет 2 в числителе и 7 в знаменателе. То есть x равно 2 седьмых. Теперь второй пример рассмотрим, где у нас выступает дробь 13 восемнадцатых. Мы также, чтобы найти x, от единицы будем отнимать 13 восемнадцатых. Давайте сразу единицу запишем как 18 восемнадцатых. Минус 13 восемнадцатых. Знаменатели одинаковы. 18 минус 13 это будет 5. То есть x в данном случае равен 5 восемнадцатых. А теперь перед вами появится несколько подобных примеров. Попробуйте выполнить их самостоятельно. Итак, первое задание. В первой дроби первого задания у нас знаменатели одинаковы, поэтому просто делаем вычисление в числителях. 5 минус 1 это 4. Знаменатель сохраняется. Далее 4 двенадцатых можно сократить по 4. Сверху будет 1, снизу 3. Ответ 1/3. Далее во втором примере. Тройку можно записать как 33 одиннадцатых. Ну или же как 3 первых, а потом посчитать общий знаменатель. Итак, отнимаем 5 одиннадцатых. 33 минус 5 это будет 28. А теперь преобразуем в смешанный вид. Это будет 2,6 одиннадцатых. Далее второе задание. В качестве общего знаменателя возьмем 81. Первую дробь домножаем на 9, получается 9 в числителе, и минус 1. Или же 8/81. Далее сократить нельзя, поэтому так и оставляем. Во втором примере второго задания у нас знаменатели 19 и 76. Если попробовать 76 поделить на 19, то у нас получится целое число равное 4. То есть в качестве общего знаменателя берем 76. Значит, первую дробь домножаем на 4. 4 на 11 это будет 44. И минус 43. В числителе получаем единицу, в знаменателе будет 76. Далее третье задание. Преобразуем все это в виде разности с одинаковым знаменателем. Итак, в качестве общего знаменателя мы возьмем такое число, как 24. Для этого первую дробь умножаем на 3, вторую на 4 и третью на 2. Получаем 21 минус 4 и минус 14. В знаменателе 24. Далее 21 минус 4 это будет 17 и минус 14 будет 3. Получаем 3/24 или же 1/8. То есть сокращаем по 3. Далее второй пример. В качестве знаменателя в этом случае рассмотрим число 42. Для этого первое число домножим на 6, второе домножим на 14, третье число домножим на 3 и последнее на 7. 6 на 3 это будет 18. Далее минус 1 умножить на 14 это будет 14. Плюс 3 умножить на 3 это будет 9. И минус 1 умножить на 7. 7. Итак, теперь сделаем вычисление в числителе. 18 минус 14 это будет 4. Плюс 9, 13 и минус 7 будет 6. Далее давайте числитель и знаменатель сократим по 6. Получается 1/7. А теперь четвертое задание. Если к задуманному числу прибавить 1/4, а потом к сумме прибавить 5 двенадцатых, то получится единица. Необходимо найти задуманное число. Итак, у нас есть единица. Далее мы должны делать действия в обратном порядке и строго противоположные. Если мы прибавляли 5 двенадцатых, то мы отнимем 5 двенадцатых. Далее прибавляли 1/4, а мы отнимаем 1/4. В качестве общего знаменателя возьмем число 12. А единицу при этом рассмотрим как 1 делить на 1. Итак, домножаем на 12. И здесь домножаем на 3. Получается 12 умножить на 1 12, минус 5, минус 3 умножить на 1 это 3. В знаменателе 12. Далее выполняем вычисление в числителе, это будет 4. Ну и знаменатель 12. Сокращаем по 4, получаем 1/3. То есть наше задуманное число это 1/3. На этом наш урок подошел к концу. Не забудьте выполнить домашнее задание. Всем удачи, всем пока.